Мястэчка Гаязна, цяпер Вішнявец. Дзе нарадзіўся бацька? У 1903 А як яго звалі? Іван Михайлович, Руслан Іван Михайлович. Ён сам з Жацерава, з вёскі Жацерава. Пры Польшы дзяўчаты жылі у вёсках. Ну, былі і маёнткі, но тут у мястэчку Гаязна маёнтка не было. Церква, і кругом церквы потым сталі будавацца. Землі пры Польшчы былі палоскамі. Вот у каго много, там вялікая паласа, а у каго 2 гектары, а у каго гектар. Трэба, каб дарога да яе пад'ехаць. Сталі предложили людям расселиться на землі, на хутора. Хутор, значит, выделяли землю. Ну вот, мой тата получил 6 гектаров земли. 3 детей, сами 2. 6 гектаров земли. Ну и на этой землі, значит, ставили будынак, будавали у одном месте. И хата, и хлев, и гумно. Ну и вот. А скажите, может, рассказывали что-нибудь, ці были тут польские осадники? У нас тут нашей именно не было. А у Жацерове вот соседи, дорога и шла, и, ну, у моего уже дедушки, бабушки тоже земли много было. Ну, коли тату дали 2 гектары, то это ж немало. Это осадницкая земля, но там людям давали, раздавали ее. Вот их же осадников вывезли. То в 1939 году, когда вывезли осадников, раздали землю. Раздавали землю. Ну, але раздавали вроде бедным. А те бедные, они были бедные, ну, не все, некоторые. Все. А вот як осадники относились до людей? Ну, не ведаю, детки, бо это далеко было. Не рассказывали про такое? Нет, дома тут не было. Ну, а там тоже як яны. Ну, я думаю, что нормально. Яны наймали людей работу робить. Бо яны ж сами не могли обрабить там неведомо сколько. А наймали, значит, платили, кормили. Не, вот по рассказам не... Да какие люди. Вот это то рассказывали, что и по грибы, и по ягоды. Это был запрет. А уже як я годовалась, значит, мы были хозяева у лесе. И грибы себе. А грибы и ягоды як збирали в лесе? Ну, так вот, треба было квиток взять, заплатить, и тогда собирать. А скажите, а вот про войну помните, ці, может, рассказывали, вот як война была что-нибудь, какие-то моменты такие? Рассказывал кто вам? Типа, сами ну, что? Какие у нас тут скоро туда пришли. И скоро назад. Ну, хотя Вишнявец теперешний почти полностью сгорел. Это хата после войны уже строилась. Так мы ж были на хуторе, и самолеты лятают. Мама брата моего на руках, ведомо, это 44-й, 42-го, 2 годики. А я с сестрой старшей, по дорожце к лесу бегли, и мама уже с Володем. И самолет летел, и дал чаргу.
а там жыта расло. А гэта ж было у чэрвені, жыта ўжо налітае было, так і скошаная векапаласа. Это ён бачыў, што бягуць. Відаць жа, што дзеці, але ўсё роўна стрэліў.